Казахстанец пожаловался в ООН по поводу спора с гражданкой Таджикистана. Что могло такого произойти, что дойти аж до ООН? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Гражданин Казахстана пожаловался в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу семейного спора с гражданкой Таджикистана. Асхат Валитов просит помочь ему вернуть детей в Казахстан. В своем заявлении в ООН Асхат Валитов пишет, что его заявления в судебные органы Таджикистана не принесли результата, и поэтому просит рассмотрения семейного спора в международных инстанциях. Гражданин Казахстана утверждает, что судебные органы Таджикистана вынесли однобокие решения, встав на защиту интересов гражданки страны и игнорировав его право участвовать в воспитании детей. 44-летний Асхат Валитов из Казахстана и 26-летняя Махина Азимова из Таджикистана сыграли свадьбу в 2015 году. Проживали в Алматы, там же у них родились близнецы. Но совместный брак просуществовал недолго. В ноябре 2021 года суд вынес решение о расторжении этого союза. Решение было принято в Казахстане и без присутствия Азимовой, так как по данным суда города Турсунзаде еще 9 октября 2021 года Махина с 2 детьми выехала из Алматы в Ташкент, а оттуда в Таджикистан. По словам Валитова, его дети являются гражданами Казахстана, и Махина Азимова вывезла их в Таджикистан без его согласия. У бывших супругов разные объяснения причин распада семьи. Асхат утверждает, что жена была уличена в неверности и не уделяла внимания семье и детям. Махина же, в свою очередь, говорит, что ее муж был нетрадиционной ориентации и часто избивал ее. Впрочем, Асхат Валитов отрицает свою принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации и считает, что бывшая жена клевещет на него для того, чтобы выиграть дело в суде. Махина Азимова говорит, что именно связь супруга с мужчинами и жестокое обращение к ней со стороны мужа и его родственников вынудили ее забрать детей и вернуться в Таджикистан. Суд города Турсунзаде по месту проживания Махины Азимовой 11 октября 2022 года постановил, что несовершеннолетние дети останутся жить с матерью, а их отец должен выплачивать алименты в размере третьей части от своей зарплаты до достижения ими 18-летнего возраста. Асхат Валитов в своем письме в ООН пишет, что суды в Таджикистане представляют его как человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией и таким образом игнорируют его претензии. Далер Курбонов, адвокат Валитова, рассказал на прошлой неделе, что он и его подзащитные обратились во все юридические инстанции Таджикистана, но везде получали отрицательный ответ. «Я надеюсь, что заявление моего подзащитного будет рассмотрено в ООН, которое потребует от Душанбе защитить интересы гражданина Казахстана в Таджикистане», добавил адвокат. Асхат Валитов и его адвокат сообщили, что в ООН приняли их заявление. На основании решения суда города Турсунзаде от 11 октября 2022 года местом жительства детей, которые были изначально зарегистрированы в Алматы в Казахстане, определен город Турсунзаде в Таджикистане. Позже судебная коллегия Верховного суда Таджикистана оставила решение без изменений. Махина Азимова считает решение суда справедливым, но Валитов и его адвокат выразили недовольство ходом судебного разбирательства и решением суда. Далер Курбонов, адвокат Валитова, сказал, что спор между бывшими супругами касается 2 малолетних граждан Казахстана, которых вывезли в Таджикистан с места постоянного жительства в Алматы без нотариально заверенного согласия отца. В Таджикистане регистрируется не так много браков с гражданами иностранных государств. В среднем ежегодно от 300 до 500 граждан Таджикистана создают семьи с иностранцами, в основном гражданами соседних стран и особенно Узбекистана. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, как нужно было бы решить эту проблему? А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.